На прошлой неделе на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,48%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,76%. Замедлился рост цен на плодоовощную продукцию до 3,24%. На остальные продукты питания цены изменились на 0,54%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе динамика цен составила 0,51%. В секторе услуг продолжилось снижение цен на услуги гостиниц. Министерство экономического развития пересмотрит прогноз на инфляцию на 2025 год ближе к марту-апрелю, как сообщил глава ведомства Максим Решетников. Причиной этого является превышение фактического уровня инфляции плановых 4,5%. Решетников подчеркнул необходимость уточнения прогноза, так как текущий уровень инфляции превышает установленную траекторию. Пересмотр прогноза запланирован на ближайшие месяцы, после получения статистики в январе. Он также отметил, что сильная волатильность рубля была вызвана последним пакетом санкций против России и перенастройкой механизмов поступления экспортной валюты на внутренний рынок. Дополнительно некоторые компании совершили крупные покупки для погашения внешних долгов, что также повлияло на рыночную волатильность. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил на заседании правительства о выделении дополнительно более 18 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и лизинга. Это решение принято в рамках поддержки производителей и покупателей отечественных автомобилей. Целью этой инициативы является обеспечение доступности легковых автомобилей для граждан. В текущем году общий объем средств на льготные программы автокредитования и автолизинга составит почти 45 миллиардов рублей. По словам Мишустина, скидки до 25% при покупке отечественных автомобилей будут доступны людям с ограничениями по здоровью, медработникам, учителям, участникам специальной операции и их близким. При покупке электромобиля цена снизится на 35%. Относительно льготного лизинга предприятия и предприниматели смогут снизить авансовый платеж за широкий спектр техники, от седельных тягачей до беспилотных грузовиков. Это адресное финансирование направлено на поддержку производства в транспортном секторе, обновление автопарка и создание качественных автомобилей в России. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил рост доли России в мировом экспорте и ВВП. Он подчеркнул, что Россия является значимым партнером для многих стран, включая Турцию, Белоруссию, Казахстан, Индию и Китай. Решетников отметил, что благодаря активной внешнеэкономической деятельности доля России постепенно увеличивается как в мировом экспорте, так и в мировом ВВП. Он также указал, что на экспорт приходится четверть ВВП России. Для обеспечения до 10% роста экономики в ближайшие 3 года министр подчеркнул необходимость переориентации на рынки дружественных стран, где более 80% всего товарооборота, в то время как в 2021 году этот показатель был менее половины. Завершаем выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.